Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим, есть ли чувство в его сердце к вам. И что это за чувство? Загадайте, пожалуйста, на мужчину. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина перебежал к вам на вашу сторону. Так, давно я такого не видела. Но давайте начнем с мужчины. Мужчина здесь самовлюбленный, мужчина здесь эгоистичный, мужчина здесь непроработанный. Знаете, такой балованный мальчик. Вот так хочется сказать. Причем мальчик лет, я не знаю, там 9-10 максимум, который привык, чтобы было все ему. Такой, знаете, зацелованный в попочку мальчик. Вот, чтобы прям все игрушечки, все подарки, все внимание, только ему, ему и только ему. А все остальное может, подождать, да, неважно. Неважно, главное, чтобы мне было хорошо. Чтобы выполняли его капризы, чтобы выполняли его пожелания, чтобы он был этим как центром вселенной, да, и все крутилось вокруг него. Он к этому привык. Ему это нравится. И он ничего плохого в этом не видит. Хотя мальчику может быть уже за, извините, сраку лет. Да, простите за слова такие, но прям, знаете, противно, если честно, противно, да, когда такие вот мужички такое себе позволяют. Вы, девочки, допустили роковую ошибку. Потому что вы этому мужчине показали, да, кто-то показывал, старался, а кто-то даже и не заметил, что так и показала, да, что вы можете крутиться вокруг него. Да, он ваше солнце, а вы вокруг него крутитесь. Слишком уступчивая, слишком податливая, как говорится, на все готовая, все принимающая, все прощающая. Вот и все, девочки, вот и все. То есть у вас изначально отношения не с той ноты начались, понимаете? Поэтому музыки не получилось. Да? Либо она такая, знаете, не музыка, а какофония какая-то. Отношения здесь нестабильные. Вы меня простите, я идиллии здесь не вижу. Я вижу здесь американские горки, я вижу здесь качели, маятник, вот как хотите, так и называйте, болото, да, тоже подойдет. Стабильности я не вижу. Любви, нежности и прям душа в душу я, к сожалению, тоже не вижу. Уж простите. Если у вас все хорошо в отношениях, это просто не ваша отсыпка. Да, здесь у меня люди, вот они. Мужчина туда, значит, я красивый, я сильный. Ай, последняя буква алфавита, да. А вы в другую сторону, такая хрупкая, несчастная, замученная. Он вам все нервы уже вытрепал. Сердце не на месте. Глаза на мокром месте, постоянно переживаете, постоянно нервничаете. Вы из-за него такая дерганная стали. Вы раньше такой не были, нет. Раньше вы такая веселая была, бесшабашная, такая активная. А сейчас уже ничего не хочется. Постоянные вот переживания из-за него вас такой сделали. Так, между вами стоит ключ. Но это не просто ключ, это фигура какой-то женщины. Девушки, вы все разные. У кого-то отыграется, что вы проигрываете сценарий, допустим, своей мамы, либо там бабушки, да, родственница. А у других отыграется, что действительно между вами стала женщина, разлучница, соперница, либо его мама, которая не желает своего такого шаловливого сынишку от себя, от своей юбки далеко отпускать. Это, кстати, очень серьезная проблема. Это то, что закрыло и не открывает ваше будущее, да, для вас. Но не зря ключом показали.
Ключ показали, замочной скважины не показали, выхода не показали из этой ситуации. Смотрите, как бы там между вами не происходило в сегодняшнем дне, но мужчина нацелен на победу. У него в голове буква В. Я хочу победить. И я хочу, чтобы она у меня, как говорится, с рук ела, да, и молчала, пока не спросят. То есть вот такая позиция собственника. Он хочет безраздельно владеть вами, вашей жизнью и вашим сердцем, вашей душой. Это его цель. Вот к ней он идет. Методы, конечно, он выбирает и способы, ну просто ужасные, ужасные. Это не к лицу мужчине, да, то, как он поступает, то, как он себя ведет. А вы же терпите, но вы терпеливая, ваша там мама терпела, да, в роду женщины терпели, почему нет, а вы что особенное, вам тоже, как говорится, терпеть, любите терпеть. Ужасные сценарии, так не должно быть, мои хорошие. Вы знаете себе цену, вы ее знаете, вы умеете за себя постоять. Но когда дело касается людей близких, родных, любимых, вы просто, как эта сахарная вата, таете перед этими людьми. Это неправильно. Это вот упущение в психологии, понимаете? Над этим нужно работать, себя нужно настраивать. Да? Не буду плохие слова говорить, буду хорошие. Себя нужно перенастраивать, настраивать на то, что вы сама у себя самая лучшая. И только для себя, в первую очередь, вы должны стараться. Потом уже для всех остальных. Знаете, как счастливая мама, счастливые дети, счастливая жена, счастливый муж. Да? Ну, в таком именно ключе должно быть. Так, что у него в сердце, какие чувства к вам? Ну, здесь чувство одно. Причем оно очень сильное. И это чувство не любовь, извините, я вас расстрою. И это чувство называется зависть, девочки. Он вам очень сильно завидует. Завидует тому, что у вас все получается, что вы умничка, что вас люди любят, что вы вот за что не возьметесь, все до ума доводите. За то, что для вас нет непреодолимых препятствий, недостижимых целей, за то, что вы не унываете, за то, что вы боретесь, за то, что у вас все всегда получается. Он завидует вам. Он проводит параллели, ну вы же с ним общаетесь, правильно? Он проводит параллели. Вот что говорите вы, о чем вы думаете, как вы себя ведете. И он в ужасе. Он в ужасе от того, какая вы крутая, какая вы умная, какая вы смелая. А он нет. Вообще даже рядом не стоял. И он думает, ну как же так, она же женщина, ну как это у нее получается, это я вот сильный мужик, да, и я вот сижу тут, в штаны наделал, а она не боится, а она берет и делает, откуда силы берет. Кто она? Кто она вообще такая? Кто? Ангел либо демон, да, кто она такая? Завидую, девочки. Вот прям в момент, когда мы смотрим эту отсыпку, он вам очень сильно завидует. Может быть, вы карьеру делаете, может быть, вы даже зарабатываете больше, чем он, поэтому завидует. У вас много друзей, а у него мало, например, завидует. У вас есть свое жилье, у него нет, завидует. У вас, например, есть дети, а у него нет, завидует. Да всему завидует, такой-то он. Завидует. Ну, знаете, здесь зависть не черная, здесь зависть такая, знаете, как даже не зависть, а как конкуренция, не конкуренция, как правильно сказать, мотивация, вот, мотивация, да, вот он на вас смотрит, и ему тоже хочется быть, как вы, вот хочется, и он даже старается, у некоторых девчонок отыграется, что он вас повторяет, слова ваши повторяет, действия ваши повторяет, к советам вашим прислушивается. Конечно, он вам об этом не говорит, но тем не менее, девочки, тем не менее, он прислушивается. Это то, что прямо здесь и сейчас. И еще одно чувство, которое он к вам испытывает, это дикое влечение. Влечение, желание безраздельно вами обладать. И так, чтобы никто не имел права ни подойти, ни посмотреть, и в принципе даже, да, о вас подумать. Вот чувство собственника, моя и все, моя и ничья больше. Такой человек может ревновать кому угодно. Он может ревновать вас к коллегам, он может ревновать вас к бывшим, к детям, к родителям.
к подругам, к животным домашним может ревновать. Представляете, вот моя и все, и он прям бесится, он бесится. Я вижу, что вас люди окружают, я вижу, что вы интересная женщина, я вижу, что вы всегда в центре внимания. А для него это как серпом по причинному месту. Потому что как же так, она там с кем-то разговаривает, да, либо она там с кем-то встречается, ё-моё, она с ребенком играет, да, она там кошку погладила, а не меня. Да, вот такой вот он прям бесится, девочки, бесится. Знаете, что мне в этом мужчине еще не нравится? Он немного мстительный персонаж. Он может мстить и такой, знаете, по мелочам мстить. Не какие-то крупные ситуации, а по мелочам может мстить. Так, еще одно чувство в его сердце к вам. Это чувство называется влюбленность. Я не рискну говорить про любовь, но про влюбленность 100%. Но влюбленность, она такая, знаете, какая-то вот неглубокая, поверхностная. Вы меня извините, но я говорю, как я вижу. То есть человек либо в принципе не способен любить и испытывать такие глубокие, сильные, серьезные чувства, либо это для него какая-то новинка, да, то есть он не пробовал, он не знает, что это, не знает, да, он потихонечку туда в эту любовь проваливается, да, но требуется время, да, чтобы окончательно понять, что со мной происходит, да, что за чувство такое, любовь, с чем его едят, да, как его переносят. Вот. Девочки, влюбляться он еще будет достаточно долго. Достаточно долго. Если вы думаете, что вы его будете наглаживать по голове, и он быстрее в вас влюбится, нет, у него по-другому все работает. Чем, как говорится, вы его будете больше задирать, чем больше вы его будете пинать, тем быстрее он в вас влюбится. Это охотник, мужчина-охотник. Добыча, если она ему легко попадается, дается, он теряет к ней интерес. А вот если он с муками, как говорится, с потом, с кровью будет вас добиваться, будет для вас, да, вашу честь, какие-то подвиги совершать, девочки, тогда и ценить, и любить будет. Тогда все будет по-другому. Вы слишком много о нем думаете. Вы слишком думаете о том, он бедненький, ему же тяжело, ему же трудно, он же так тяжело работает, так он еще. Он мужик, девочки. Это его судьба. Быть сильным, смелым и активным. Хватит его малить, он не маленький мальчик, он мужчина. Он мужчина. И еще раз говорю, чем сложнее вы ему дадитесь, поддадитесь, покоритесь, тем больше он будет вас ценить. Тем сильнее он будет вас любить, хранить и оберегать. Вы знаете, что ваши отношения непростые. Здесь высшие силы специально вас в пару поставили. Специально вдохнули чувства, интерес, заинтересованность. Вы друг другу идете учителями. Вы его должны научить быть мужиком, полноценным мужиком, не вот этим 10-летним мальчиком, а полноценным мужиком. А он вас должен научить расслабляться и быть хрупкой маленькой девочкой. Да? Такой немножко капризной, немножко своевольной, такой маленькой балериной, да? Либо маленькой такой принцессочкой. И поэтому, девочки, тут высший разум, понимаете, вмешался. Тут не просто так. Не просто так. Отношения тяжелые, потому что он противный, а вы слишком податливая. У вас, кстати, предыдущие отношения по той же причине тоже не удались. Не потому, что мужик плохой был, либо с вами что-то не так. Потому что у вас такая психология. Вот я женщина, я должна. Я все всем должна. Мне никто ничего не должен. А вот я всем должна. И мужу, и детям, и родителям, там, и коллегам, и начальникам, соседям. Вот всем должна. Вот. Это абсолютно неправильно, и это ни к чему хорошему не приведет. Надорваться вы можете, заболеть вы можете, в депрессию уйти вы можете от таких мыслей, да, от таких установок, но счастливой стать нет, навряд ли. Поэтому, девочки, думайте, думайте. Вы на эту отсыпочку зашли для того, чтобы услышать, знаете, как, чтобы сторонний человек вам рассказал о вашей ситуации, да?
Может быть, не все, но частично вы воспримете. Может быть, даже что-то начнете пробовать. У вас будет получаться, и вы поймете, что вы на правильном пути. Смотрите, в будущем, я не скажу когда, потому что вы все разные, но видите, он перебегает на вашу сторону. Он перебегает на вашу сторону. Он к вам бежит, смотрите, со своей этой половинкой сердца и говорит: а давай-ка твою сюда прилепим, да, и будет одно сердечко на двоих. А вы не против, вы абсолютно не против. Вы прям ждете, ну да, на своей территории ждете. Вот ждете, пока он перебежит. И он перебежит, девочки. Он обязательно перебежит. А куда он еще денется? Эта влюбленность, она будет прорастать, пока не превратится в настоящую любовь. Настоящая любовь. Смотрите, здесь рука небес. Видите, вышла. В руке птичка. Птичка. Смотрите, у кого-то отыграется беременность от этого мужчины. Это как будто знак свыше, что вы должны быть вместе. Либо знак, который вас соединит навек. А у кого-то отыграется добрая весть, которая поможет вам выстраивать вашу любовную историю. Опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но это будет. Здесь высшие силы курируют вашу любовь, ваши отношения. И помогать вам будут. Будут помогать в прямом смысле слова. Так, еще здесь совет для того, чтобы вот это сердечко склеилось, да, его половинка плюс ваша половинка. Здесь видите образ змеи. Змеи, которая кусает. Здесь обязательно нужно вам сделать чистку. Чистку на себя, на него и на ваши отношения. Чистку, отливку, выливку, как вам будет угодно. Потому что сдается мне, что отношения ваши поглажены. Либо какие-то чары были. Да, чары, чтобы разрушить эти отношения. Либо чтобы мужчину, например, там, привязать, отвадить от вас, там, остуду могли сделать. Да, у каждого по-своему отыграется. Это общая отсыпка. Я просто читаю знаки. Здесь как рекомендация. То есть если вы почистите себя, его и ваши отношения, уберете этот негатив, этот яд от этой змеи, то все быстрее пойдет. Быстрее, легче, проще и надежнее. Конечно, решать вам, выбирать вам. Вот, думайте сами, да, вы с этим мужчиной повязаны. В принципе, так и так у вас будут отношения. Просто чисткой, тем, что вы уберете этот яд, негатив, все будет гораздо легче и проще. Но, девочки, про себя не забываем. Вы у себя одна, вы принцесса. Вы достойны всего самого наилучшего. Не пристало принцессе ухаживать за своим принцем. Все должно быть ровно наоборот. Да. И не надо мужчине говорить: о, ты там не даришь мне цветы, ты там за мной не ухаживаешь. Нет, так нельзя. Вы должны создавать такую атмосферу, такие обстановки, когда у него просто, как говорится, нет другого выхода. Хочешь меня, да, хочешь ко мне прикоснуться, хочешь со мной побыть, там, на свидание сходить, так постарайся, да, удиви меня, чтобы я тебе ответила да. Девочки, эгоизм. Вот смотрите, какой он эгоист. Вот смотрите на него, берите пример. Вам эгоизм вообще не повредит. Вы настолько жертвенная, что вам какую дозу эгоизма не дай, все равно будет мало. Мои хорошие, никуда вы не деваетесь друг от друга. Вы будете вместе. Здесь так решили высшие силы. Не вы, не он, а именно высшие силы. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.